Добрый день, уважаемые наши подписчики и наши зрители! Мы рады вас приветствовать в студии медиацентра Кайнар КЗ. Сегодня у нас съемка очередного выпуска городского проекта «Педагогический диалог». Друзья, разрешите вам напомнить, что на площадку педагогического диалога мы приглашаем лучших педагогов Экибастуза. Учителя делятся секретами своей профессиональной деятельности, а также методиками. А еще они рассказывают о том, каково это проработать столько лет в педагогической деятельности и не потерять интерес к своей профессии. Ну что, давайте приветствовать наших гостей. Итак, гость номер один. Канафина Гульнара Советовна. Давайте поаплодируем нашему гостю. Педагог средней общеобразовательной школы номер 17. А также у нас сегодня в студии Жакупова Айнаш Туяковна. Средняя общеобразовательная школа номер 21. Вам аплодисменты, Айнаш Туяковна. Хотелось бы отметить, что и Айнаш Туяковна, и Гульнара Советовна являются победителями областных, республиканских проектов. Мы знаем, что ваши воспитанники прославляют наш регион не только в области, но и в республике, поэтому мы очень рады вас сегодня видеть. Ну давайте начнем. Гульнара Советовна, расскажите, с чем вы к нам сегодня пришли? Что интересного расскажете нам, нашим зрителям, родителям, вашим коллегам? Очень приятно, здравствуйте. Начнем с того, что с 2014 года я работаю в средней общеобразовательной школе 17. И в этом же 2014 году я попала на краткосрочные курсы по предмету самопознания. Живой отклик очень нашел у меня этот предмет в душе, потому что все то, что лежит в целях этого предмета, в задачах, оно как-то близко мне по духу. Надо сказать, что сейчас и пандемия у нас, и дети в основном сидят в гаджетах, в компьютерах. Надо как-то отвлекать детей от этого. Жизнь такова, что родителям сейчас в силу занятости некогда обращать внимание на детей. И тут подключается, конечно же, наша педагогическая общественность. Мы должны вовлечь детей в учебный процесс, во внеклассную работу. И здесь, конечно, очень помогает предмет самопознания. То есть предмет, на котором детки раскрываются, они понимают духовность. В обществе у нас сейчас, конечно, идет попрание где-то ценностей, качеств, присущих общечеловеческим ценностям. Поэтому мы стараемся детям на уроках самопознания, на уроках, учебных уроках прививать эти ценности, возрождать это все. В начале своей педагогической деятельности, в начале 80-х годах, я, как молодой специалист, гордая такая, я учитель, вошла в свой первый класс. Конечно, надо сказать, что были и промахи, были и досадные ошибки. Но хотелось бы рассказать один такой эпизод, он мне до сих пор помнится, хотя прошло уже более 20 лет. Первоклассники. Был мальчик, я работала в сельской школе, был у меня мальчик такой, очень шебутной был такой, непослушный. На уроках он разговаривал, он комментировал все, что видел, он комментировал ответы детей. Настолько он был. У него были молодые родители, раскрепощенные. Извините, я вас перебью, как сейчас любят говорить, гиперактивный. Гиперактивный этот мальчик был. И как-то он мне сходу, с первого урока он мне заявил: а давай я буду, говорит, сидеть так и буду молчать, а ты мне потом поставишь 5. Я не знаю, что меня сподвигло тогда на эту сделку, но я согласилась. Я ему сказала: хорошо, давай. И вы знаете, эти 45 минут, такая гамма чувств у этого ребенка была на лице, но он сидел, он руки как положил, губки закусил, и он туда посмотрит, он сюда посмотрит. Ему хочется что-то прокомментировать, но он себя сдерживал. Но в какой-то момент урока что-то, вижу, изменилось. Он стал слушать меня. Затем он даже ответил, у него ответы. И когда урок закончился, он громко на весь класс: оказывается, говорит, интересно. Вы представляете, настолько
конечно же, да, его поведение, я не скажу, что кардинально изменилось, но тем не менее ребенок стал присутствовать на уроках. И вот для меня вот это вот как бы, наверное, послужило толчком, что авторитарность, она, ну, это не метод не всегда обучения работает. детей, да, вот. И где-то вот уже тогда у меня пошло вот больше духовного к детям. Потому что действительно же вот в нашу начальную школу родители приводят вот эту свою крошку, чтобы мы ее научили, чтобы мы ее воспитали где-то, помогли им. Вот, конечно, тогда в молодые годы я, ну, наверное, слишком была авторитарной. Это вот я сейчас уже понимаю, что да, я показывала детям, там, ой, я такая учительница, я такая умная, я такая взрослая. А вот сейчас вот уже я такая взрослая, я такая, может быть, и умная, но я хочу быть с ними вот где-то в каких-то моментах на одной ступенечке. Больше другом. Больше другом быть, да, больше показывать любви этим детям. Это именно то, к чему призывает предмет самопознания. Предмет самопознания, да. Замечательно, Гульнара Советовна. Давайте послушаем Айнашту Яковлевну. У вас приблизительно схожие истории, так скажем, вашей профессиональной деятельностью. Да. У вас и у Айнашты Яковлевны, и у вас, Гульнара Советовна, стаж более 20 лет, насколько я знаю, осведомлена. Поэтому и вы также работаете в сфере начального образования. Поэтому я думаю, что, Айнашта Яковлевна, как у вас обстоят дела с предметом самопознания? И есть ли у вас такое отношение к этому предмету в вашей школе, возможно, в вашей непосредственной деятельности? Так как я работаю учителем начальных классов, я тоже преподаю этот предмет. Этот предмет замечательный, интересный. Дело в том, что он помогает и нам, учителям, меняться, узнавать друг друга. И детки наши учатся узнавать друг друга, понимать друг друга, узнают окружающий мир. Сам предмет очень интересный, и я думаю, те детки, которые с интересом, те, наверное, учителя, которые с интересом проводят этот предмет и могут заинтересовать детей, он дает очень многого для ребенка. И мне кажется, знаете, в этом предмете у меня у самой оба ребенка, один в первом, другой во втором классе, мы тоже проходим, изучаем. Там больше все-таки про душу. Да. Больше про любовь, про доброту. И мне кажется, что это очень актуально в сегодняшнем нашем вот таком потоке, в режиме нон-стоп. Где-то этот предмет нас учит тому, что остановиться, подумать и прочувствовать все. Ну, это вот лично мое, так скажем, субъективное мнение как родителя. Замечательно. Айнашта Яковлевна, теперь расскажите о том, с чем вы к нам сегодня пришли и чем бы хотели поделиться. Я бы хотела поделиться интересной новостью о том, что у нас в 21-й школе стартовал новый интересный творческий проект «Книга на сцене». Актуальность данной проблемы в том, что на сегодняшний момент дети очень мало читают. А как мы знаем, что в младшем школьном возрасте в основном закладываются читательские умения и читательские навыки. Сейчас дети предпочитают чтению, это просмотр видеофильмов, просмотр различных сайтов. И получается так, что информацию они получают в облегченном виде. И данная информация в облегченном виде не позволяет ребенку развивать творческие способности. И поэтому я хочу сказать, что вот этот проект «Книга на сцене», прежде всего помогает сделать так, чтобы популяризация чтения среди детей младших школьников, формировать интерес к чтению среди детей путем мультимедийной адаптации. Дело в том, что сейчас книги можно не только прочитать в библиотеке, но также выйти в интернет, найти сайт какой-то с учебником и найти ту самую необходимую нужную книгу. Самое главное, чтобы у ребенка был тот самый интерес к книге, к чтению. Замечательно. А каким образом вы это внедряете именно на практике? Дело в том, что этот проект, он состоит из 4 этапов. Так как в прошлом году у меня были детки 1 класса, после тренинга
советы мудрой книги. Родители для себя обозначили, для себя определили значимость этого проекта в жизни первоклассников и вместе со мной организовали праздничное открытие этого проекта. К этому проекту и детки, и родители готовились вместе со мной. И в день открытия этого проекта пришли сказочные герои, книжки-малышки, которые приглашали детей в детскую книгу сказок и приключений. И также сказочные герои вместе танцевали флешмоб «У друзей нет выходных». Так как книга вместе с нами, она всегда, мы хотим, чтобы и даже выходные дни она была вместе с нами. То есть этот проект вы готовили вместе с родителями, Да, в команде? В команде. Замечательно. Роль родителей в формировании чтения детей очень велика. Да. И тогда особенно она закладывается в раннем детском возрасте, тогда, когда мама читает ребенку книгу. Ребенок слышит голос матери, он успокаивается, снимается стресс, и мама получает удовлетворение от общения с ребенком. И получается единение семьи, взаимодействие матери и ребенка. И вот тем самым в этом процессе закладывается умение работать с книгой. То есть, видя, как мама обращается с книгой, как она переживает и сочувствует, ведь вместе с этим сказочным героем ребенок это все впитывает. И мы можем уже с уверенностью сказать, что ребенок тоже будет тянуться к книгам. Вначале знакомиться с книгой, с этими героями, с этими сказками, а уже дальше, конечно же, они будут стремиться пойти в магазины, в книжные магазины. Он будет учиться выбирать книгу, но и также регулярное посещение наших школьных библиотек. Да. Да. Вы знаете, вот в вашем резюме я увидела такой интересный у вас проект был «Библиошоппинг». Да. Да, библиошоппинг – это именно то, что вот касается покупки книг, посещения магазинов, да, шоппинг, то есть это то, что когда мы приобретаем какой-то товар, то есть библиошоппинг – это касательно книги. Да, библиошоппинг – это реклама книги, но именно реклама семейной книги, то есть каждый ребенок принес книгу из своей и семейной библиотеки и поделился впечатлениями об этой книге. Что он узнал нового, что он узнал интересного, чем она заинтересовала эта книга, какие положительные моменты он для себя взял, чем она ему понравилась. Замечательно. А как обстоят дела у вас с чтением книг, с привитием любви к чтению книг? Ну, надо сказать, что у нас в рамках вот городского нашего районного отдела образования, у нас сейчас по всем школам проходит вот этот вот проект. Ну и мы тоже в своей школе проводим проект «Учимся читать вместе», где мы разрабатываем и рабочие тетради, и привлекаем родительскую общественность к этому делу. Потому что действительно сейчас читательская грамотность у нас стоит, надо так сказать, что не на высоком уровне. И все дело в том, что, вот я опять же повторюсь, что все-таки высок вот темп жизни сейчас у родителей, они вынуждены работать, да, они вынуждены зарабатывать. Дети предоставлены сами себе. И, конечно же, ребенок, зайдя в тот же гаджет, он откроет игру, нежели книгу. Поэтому вот здесь вот, да, вот эти наши проекты, наши работы вот, педагогов школ города, они направлены на то, чтобы у детей поднять интерес к чтению, поднять интерес к сказкам, к каким-то произведениям литературным. И мы изощряемся, находим разные методы, вот друг у друга перенимаем, интересуемся, выходим тоже на открытые семинары, проводим открытые семинары в рамках города.
В общем, работа ведется полным ходом. Полным ходом, да. Замечательно. Коллеги, вы поделились с нами вашими, так скажем, секретами, вашими авторскими идеями касательно самопознания, касательно книги на сцене. Теперь нам подскажите, пожалуйста, поделитесь, каким образом мы можем внедрить это, возможно, в своих школах, ваши коллеги, возможно, в своей педагогической деятельности, на практике. Что вы можете предложить? Какие у вас четкие, конкретные предложения для коллег? Прежде всего, я хочу рассказать о том, что когда этот проект запустили, «Книга на сцене», самое главное, перейдя уже ко второму этапу, это совместная деятельность учителя, детей и родителей. И дело в том, что многие запланированные мероприятия предлагают совместную деятельность именно родителей и детей дома для формирования интереса к чтению. И это совместное изготовление вот таких вот ярких, красочных портфолий «Моя любимая книга». Это красивые и интересные портфолио читателей для деятельности. Это изготовление вот таких вот интересных книжек-малыжек, которые рассказывают нам о динозаврах, о животных, которые занесены в Красную книгу, о правилах дорожного движения. То есть это все помогает воспитывать и формировать читательскую грамотность. Замечательно. Мне кажется, очень классные идеи. Особенно они могут пригодиться для молодых педагогов, которые только пришли в школу, у которых еще не совсем большой опыт работы с детьми. Поэтому я думаю, что это все обязательно нужно взять на заметку и применять в своей деятельности. Ну, Гульнар Советовна, теперь вы нам расскажите, какие у вас предложения? Ну, я вообще хотела бы привести слова нашего духовного учителя Шалва Александровича Аманашвили. В своей книге «Улыбка моя, где ты?» он сказал: «Сокровенные педагогические знания откроются каждому в той мере, в которой он устремлен к ним. Они поступят к нему через интуицию и чувство знания. Но интуиция и чувство знания требуют жертв, бескорыстной любви и преданности детям. Общение с ними на принципах равноправия, свободы и сотрудничества, устремленности к высшему». Я более 4 лет состою в областной творческой группе. И вот мы, учителя самопознания там, области нашей, издаем брошюры в помощь нашим педагогам. Конечно же, мне хотелось бы, чтобы такая творческая группа была и в нашем городе. Чтобы также где-то мы, учителя начальных классов, где-то мы, учителя самопознания, создали такую творческую группу, чтобы мы могли делиться тесно своим опытом, своими наработками, создавать такие же вот брошюры, которые действительно очень помогают в работе. Вот. Здесь собраны труды учителей, педагогов области. Замечательно. А где можно эти книги приобрести или почитать? Мы их приобретаем в городе Павлодар. У нас руководитель наш, областной руководитель, она заказывает типографии, и мы у нее берем. Замечательно. Ну, я думаю, также это есть в библиотеках, школьных библиотеках нашего города. Замечательно. Спасибо, Гульнар Советовна. А теперь, знаете, хотелось бы вас спросить. Есть такое изречение известного педагога Адольфа Дистверга: «Педагогом ты можешь быть до тех пор, пока учишься сам». Согласны ли вы с этим изречением? Конечно, согласна. Конечно, согласна. Что педагог, самосовершенствуясь, обучаясь, действительно он будет интересен ученикам. Если учитель будет давать мертвые знания, то есть из года в год, не повышая свою квалификацию, не обновляя свои знания, то какой-то педагог, по моему мнению, мы обязаны быть всегда в курсе всего, быть новаторами, знать разработки новые методики. А для этого, конечно же, обучение. У того же Дистервега есть такое изречение: плохой учитель преподносит истину, хороший учитель учит ее находить. А учить находить — это значит и самому искать. Поэтому я даже очень придерживаюсь. Спасибо. Я считаю, вашим ученикам очень повезло с таким педагогом-новатором. Айнаш Туяковна, расскажите, пожалуйста, в чем секрет вашего профессионального мастерства?
секрет моего профессионального мастерства – это взаимодействие учителя, ученика и родителей. Я всегда стараюсь найти положительные стороны и все то, что получается у моего ребенка, и развивать их, и помочь ему преодолеть трудности. А в своей работе к родителям я стараюсь всегда идти навстречу, оказывать им поддержку и строить с ними диалог. Благодарю вас, Айнаш Туяковна. Ну, а наш выпуск близится к завершению. И я думаю, что нашим гостям есть что пожелать нашим подписчикам и зрителям. Гульнар Советовна, вам слово. Ну, я бы хотела ответить словами Байгали Серкибаева. На что мы тратим жизнь? На мелочные ссоры, на глупые слова, пустые разговоры, на суету обид, на злобу, вновь и вновь. На что мы тратим жизнь? А надо на любовь. Спасибо большое, действительно, это очень важные, очень нужные слова. Ну что, друзья, настало время прощаться. На этом наш очередной выпуск педагогического диалога подошел к своему логическому завершению. Подписывайтесь на YouTube-канал ОДК Кайнар. Берегите себя, своих родных и близких. Всем здоровья, до новых встреч, до свидания.